Братья мои, о те, кто откладывает совершение молитвы, о те, кто не ходят в мечеть, о те, кто непочтителен к родителям, я обращаюсь к каждому мусульманину из этой могилы. Вот куда ты скоро прибудешь. Но прибудешь лишь в этом мире, не в вечном, так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине могила является первым жилищем будущей жизни, и тот, кто спасется в ней, то все, что будет после, будет еще легче. А если не спасется в ней, то все, что будет после, будет еще тяжелее». Почаще вспоминайте эти слова. Любимец Аллаха, лучший из людей, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к нему, Аллах сказал: «Воистину ты смертен, и они смертны. Могила уже готова. Так почему же ты откладываешь покаяние? До каких пор? Разве мы доживем до 60, 80, 100 лет? Сколько бы ты ни прожил, в итоге ты попадешь в эту яму. Хочешь ты того или нет? Хочешь ты того или нет, но ты попадешь в нее. Даже против своей воли. Тебя положат на правый бок, развяжут веревки, закроют плитами, а затем засыпят землей. Люди будут стоять вокруг могилы и подбрасывать горстки земли. Скоро ты окажешься в этой могиле. Так что же ты приготовил? Заклинаю тебя великим Аллахом. Просто представь себя внутри нее. Будучи в могиле, ты услышишь стук сандалий последнего уходящего с похорон. Где имущество? Где твои дети? Где все то, чем ты владел в этом мире? Где все это? Все, что тебе удалось унести, это тот кусок материи, в который тебя завернули. Неужели недостаточно смерти увещеванием, братья? Если смерть не служит нам назиданием, то что? Разве обязательно человеку попасть в аварию, чтобы это послужило ему уроком? Или что-то другое? Любые проблемы в этом мире можно уладить, кроме этой. Это подвластно только Аллаху Святун и Велик. Так приготовься же к этому. Усман, да будет доволен им Аллах, стоял на краю могилы и плакал, пока не намокала его борода. Людям казалось это странным, и они говорили: «О, Усман, поистине, вспоминая рай и ад, ты не плачешь. Но стоит тебе увидеть могилу, как ты не в силах совладать с собой». Он отвечал: «Да, так и есть. Ибо я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: могила является первым жилищем будущей жизни, и тот, кто спасется в ней, то все, что будет после, будет легче. А если не спасется в ней, то все, что будет после, будет еще тяжелее». Саад ибн Муаз, при смерти которого трон милостивого содрогнулся, тот, для которого с небес спустилось 70 тысяч ангелов, чтобы проводить его в мир иной. Даже для него могила была узкой, пока Аллах не расширил ее. Как пришло в хадисе, если бы кто-то спасся от сужения могилы, то им был бы Саад ибн Муаз. Любимые мои, сейчас я делаю вам это напоминание, а завтра вы услышите о том, что меня самого положили в соседнюю могилу. Затем тебя и тебя. Мой вопрос в следующем. Ведь все мы знаем, что мы умрем. Но как нас застанет смерть? В каком состоянии? Готовы ли мы? Готовы ли к встрече с Аллахом? Готов ли ты к встрече с Аллахом? Если готов, то знай, кто полюбит встречу с Аллахом, то ведь Аллах полюбит встречу с ним. Кто же возненавидит встречу с Аллахом, то и Аллах возненавидит встречу с ним. Аллах не нуждается ни в нас, ни в тебе, ни в твоем покаянии, ни в чем бы то ни было из этого мира. Так давайте же приготовим самих себя. Клянусь Аллахом, не войдут с тобой в могилу ни дети, ни имущество. Они проводят тебя до кладбища, но в могилу ты ляжешь один. Ты останешься наедине